Мы сегодня будем говорить о парадоксах Царства Божьего. И это проповедь из темы «Две стороны одной медали». Мы будем говорить о вещах, которые на самом деле являются друг без друга очень крайними вещами. И если мы не складываем эти две вещи друг с другом, то тогда мы будем находиться на обочине, либо на одной, либо на другой. Первое место Писания, с которого мы начнем. Евангелие от Матфея. Вы все это место Писания, я уверен, знаете, 7 глава с 21 стиха. Здесь написано так. «Не всякий, кто говорит мне», это Иисус говорит, это прямая речь Господа Иисуса Христа. «Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день: Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу им: я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники». Итак, хочу задать вопрос сразу для всех. Для всех. То, что эти люди приходят к Иисусу, и когда они говорят о себе, что Твоим именем мы что делали? Изгоняли демонов, чудеса творили, пророчествовали. Когда Иисус слышит эти слова, согласитесь, Он не говорит этим людям, что вы это делали не от Моего имени. Мы видим здесь интересную категорию людей. И это тоже парадокс. Это категория людей, которым Иисус указывает на дверь. Он говорит: вам не сюда, идите отсюда. То есть пшел вон. Он говорит: вам нет места здесь, в Царстве Божьем. Вы люди, которых я не знаю, которые лично со мной не знакомы или с которыми я не знаком. Но интересно на их реплики по поводу того, что они что-то делали во имя Божие, что в их жизни были какие-то чудеса, что в их жизни были какие-то свершения. Он ничего им не говорит на это. Он не говорит: вы не моим именем выгоняли бесов. Он не говорит им: вы верили, или там нет моего имени вы пророчествовали там от имени каких-то других богов. Он с этим не спорит. Интересная ситуация. К нему приходят люди, которые делали дела Божьи. Согласитесь? Если бы это были не дела Божьи, Иисус бы сказал: это вообще были не во имя мое дела сделанные. Но Он на это ничего им не говорит. Это были люди, которые делали дела Божьи. А я скажу больше. Это были люди, которые видели чудеса в своей жизни. Они видели, когда они возлагали руки на больных, они видели, как больные исцелялись. Когда они начинали, например, какие-то церкви, они видели, как церкви начинались. Они видели, как, например, они молились и приходили деньги. То есть они видели руку Божию над собой. Кто из вас когда-то слышал такое изречение, что есть такое понятие, что категория людей есть определенная, которая ищет Бога, но не Бога на самом деле, а только Его руку. Они ищут Божьих чудес. Я просто хочу задать вопрос. Как вы думаете, хорошо это искать чудеса Божьи, руку Божию, или это плохо? Это хорошо, но это должно быть сбалансировано тем, что мы еще и познаем при этом Иисуса Христа. Мы не просто хотим знать Его руку, мы не просто хотим видеть Его чудеса, но мы хотим еще переживать и знать того, кто эти чудеса творит, который эти чудеса производит. В этом сегодня я буду говорить о двух сторонах одной медали, и в этом сегодня зрелость каждого сына или каждой дочери Божией. Когда мы не просто ищем руку Божию, но когда мы понимаем, что помимо руки Божией есть еще и лицо Божие. Одно из другого вытекает, и одно другого дополняет. И я могу сказать, что это не может быть главным, потому что если бы это было главным, то этого было бы достаточно. Но эти две вещи, они дополняют друг друга. 104-й Псалом, 4 стих. «Ищите Господа и силу Его». Если мы перефразируем, сам Давид здесь нас побуждает. Он говорит: ищите Господа и руку Его. То есть искать руку Божию над собой, это неплохо. И дальше написано: ищите лица Его всегда. Вот здесь есть две вещи, о которых нам необходимо ревновать. И причем, я вам могу сказать так, есть категория людей, когда ты смотришь на них, ты понимаешь, этот человек, он странный, верующий.
У него очень странный характер. У него очень, извиняюсь за выражение, дрянной язык. Этот человек говорит, что попало. Он осуждает людей. Он может просто делать какие-то странные вещи. Он совершает совершенно немыслимые поступки. Но ты видишь над его жизнью руку Божию. Как будто бы вот этот человек в своей жизни включил какие-то определенные механизмы веры, и над его жизнью работает какое-то Божье благоволение. Встречали таких людей? Ты смотришь на него и думаешь, странно, глядя на его характер, вот если бы я был Богом, я бы его никогда не благословлял. Но над ним реальная рука Божия. Я первый раз столкнулся с таким парадоксом, когда, я помню, библейская школа, год 94-й, древние времена, я только покаялся, многих вещей я не понимал. И для меня был нонсенс, парадокс, я не понимал, как это работает. Приехал один человек, объяснил нам о дарах Духа Святого, и он сказал, вы все можете пророчествовать. И у нас были очень духовные люди. Они искали Бога, Его лица. По ним было видно, что они переживают какую-то славу Божию в своей жизни. У них очень сильно измененный характер. Они уже не похожи на тех старых грешников, которыми они когда-то пришли ко Христу. И ты смотришь на этого человека и думаешь, вот этот точно должен пророчествовать. Знаете, кто у нас самый главный, самый крутой был пророчествующий человек? Одна странная сестра, у которой был вот такой вот язык, у которой было странное отношение к людям, она могла откровенно завидовать кому-то, она могла откровенно, знаете, просто гневаться на кого-то, послать даже кого-то могла, совершенно откровенно. И ты смотришь и думаешь, что происходит? Знаете, рука Божия в твоей жизни и лицо Божие в твоей жизни. Это две вещи, которые должны гармонично наполнять тебя, наполнять твою жизнь. Ты не можешь быть человеком, который не знает Бога, не ищет лицо Божие, и при этом все, что тебе надо, побольше денег от Него, побольше ответов на молитвы и побольше исцеленных людей, на которых ты будешь возлагать руки. И это неплохо. Плохо, если я при этом не ищу лица Божия. Я встречал огромное количество людей, которые были благословлены Богом невероятным образом финансово. Я видел людей, которые исцелялись и возлагали на других руки, исцеляли других людей. Но при этом у них был отвратительный характер. При этом, когда ты начинаешь с ними разговаривать о каких-то библейских вещах, ты понимаешь, что у них странное богословие, они его вообще не имеют. У них странный Бог в голове. Но при этом над ними рука Божия. Встречали таких людей? Я кучу таких людей встречал за эти годы. Вот с этого 94-го года, как я стал задумываться над этим вопросом, я сам себе задавал вопрос, почему так? Потом, впоследствии, я встречал другую категорию людей. У них ничего не было. У них были постоянные проблемы с финансами. У них были трудности, постоянные трудности. Они боролись с какими-то болезнями, заболеваниями. У них были непонятки в семье, с детьми, еще что-то, еще как-то. И ты смотришь на них, и ты думаешь, как будто бы в их жизни руки Божией нет. Но ты понимаешь, что это были люди настолько близкие к Богу. Они постоянно переживали Его присутствие, они постоянно находились в каких-то вещах, которые связаны с поиском Его славы, Его лица. И ты смотрел на них, и ты думал, что-то здесь не то. И каждый раз они говорили так. Например, когда дело касается финансов, они говорили, в моей жизни это не работает, в моей жизни это не получается. В моей жизни все по-другому. И ты потом начинаешь, слушая их слова, ты понимаешь, что они просто не верят в эту часть своих отношений с Богом. Они не верят, что над ними может быть рука Божия, совершающая невероятные чудеса. Но они близки по-настоящему. Ты видишь их жизнь, она полна света. Ты видишь, что их характер изменен. Ты видишь, что они имеют страх Божий. Этот человек никогда не откроет уста свои, чтобы что-то злое сказать. Не просто при тебе. Он нигде это не скажет, и он даже не подумает что-то злое о человеке. И ты смотришь, сравниваешь себя с ним и думаешь, Господи, на моем-то фоне этот человек сама святость. Но как будто бы отсутствует рука Божия над ним. Ты по-настоящему смотришь на этих людей, и ты понимаешь, они полны света и святости. Они знают, что такое праведность и страх Божий. Но такое впечатление, как будто бы они не знают, что Бог может дать тебе благословения, как будто бы они не знают, что Бог может тебя исцелить, как будто бы они не знают, что Бог через тебя может сделать невероятное для других людей, и прийти какие-то чудеса могут в жизнь других людей. Но
это люди, которые как бы однобоко видят Бога и однобокие отношения имеют с Богом. И когда ты общаешься с такими людьми и говоришь, давай помолимся за то, чтобы Бог дал тебе дом, и ты смотришь на него, у него в глазах просто это читается. Это невозможно. Он как будто бы кричит через свои глаза, он говорит, ну помолись, а его глаза говорят, это невозможно. Если даже все изменится, если даже перевернется эта земля, я все равно не смогу получить квартиру. Этот человек как будто бы задает тебе вопрос, ты знаешь, сколько это стоит? Когда ты говоришь, давай за тебя помолимся, чтобы ты получил исцеление, или давай помолимся за твоего ребенка, чтобы он был полностью исцелен. Этот человек смотрит на тебя с таким выражением лица, он говорит, да, я верю, что Бог невероятный Бог, но ты не представляешь, какая болезнь у моего ребенка. И он как будто бы тебе через свои глаза говорит, да, я верю, что Бог может исцелить насморк, я верю, что Бог может исцелить от кашля, но у моего ребенка, и человек начинает говорить какие-то невероятные заболевания, как будто бы он умаляет руку Божию в своей жизни. Я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели на руку Божию, на лицо Божие, и чтобы мы не были людьми, которые находятся в одной или в другой крайности. Снова вернемся, Псалом 104, 4 стих, БТА. Здесь написано так, ищите Господа и силы Его. То есть первая часть также. То есть Бог побуждает нас искать Его руку, искать Его силу. А дальше написано так, и стремитесь быть в присутствии Его постоянно. И стремитесь быть в присутствии Его постоянно. Две вещи. Искать руку Божию и стремиться быть в Его присутствии. Это то, что связано сегодня с поиском Бога. Это то, что связано с исканием Господа. Ищите руку Божию, то есть Его чудеса. И стремитесь к тому, чтобы находиться постоянно в Его присутствии. Давайте начнем с руки Божией. Когда мы говорим, иногда сталкиваешься с этим и слышишь такие слова, что руку Господа не надо искать лицо. Я еще раз говорю, это крайность. Руку Господа тоже надо искать. Надо искать от Бога чудеса. Надо искать от Бога какие-то невероятные свершения. И в финансах, и в физической сфере там, для исцеления нашего, и для того, чтобы Бог через себя касался других людей, исцелял, спасал и т.д. и т.п. Я вам покажу это в Деяниях апостолов. Начнем с 11 главы. Здесь написано так. Давайте вот с 19 начнем. Верующие, рассеянные гонением, которое началось из-за Стефана, дошли до Финикии, Кипра и Антиохии, проповедуя только иудеям. Однако некоторые из них, уроженцы Кипра и Кирены, пришли в Антиохию и начали рассказывать радостную весть о Господе Иисусе, также и грекам. Рука Господня была с ними. Хочет ли Бог, чтобы рука Господня была с нами? Хочет ли Бог, чтобы рука Господня была над нами? Просто здесь написано, вот самый лучший образ. Это первые верующие, которые любили Господа, двигались за Ним, следовали за Ним. И Библия говорит, когда они делали все правильно, рука Господня была с ними. И кто-то скажет, ну а как они искали эту руку Господню? Что они делали, чтобы рука Господня была над ними? Они делали то, что Бог им сказал в Писании. Когда мы говорим, например, про финансы, если ты хочешь иметь руку Господню над собой, делай то, что Библия тебе говорит делать с финансами. Первое, то, что Настас проповедовал о деньгах. Возьмите, послушайте, это из Библии все было сказано. Библия нас учит каким-то вещам. Если ты это делаешь, то рука Господня будет на тебе. При этом ты можешь плохо знать самого Бога. Ты можешь плохо знать своего Бога. Или ты можешь даже не знать еще Бога. Вот я пришел ко Христу в 93 году, я его вообще не знал. Но все, что я увидел, как люди Божьи ищут руки Господа. Знаете, как это было? Да просто, когда какие-то проблемы, они всегда говорили, давай помолимся за это. Бог ответит. И я научился всегда делать одну вещь, которая записана в Филиппийцам 4 главе 8 стихе. Там написано так, если я не ошибаюсь, 8 стих. Там сказано, если у вас какие-то трудности, проблемы, нужды, просто открывайте перед Богом свои желания. И дальше написано, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваше сердце. То есть мир Божий почему придет? Потому что уверенность, что рука Божия ответит. И меня научили молиться молитвами прошения, молитвами ходатайства. Я просил постоянно у Бога все. Первое, о чем я просил, чтобы Бог дал мне там не пойти в армию, потом, чтобы я права получил, потом, чтобы у меня был дом в хорошем районе с газовым отоплением. Вот все, о чем я просил, я все получил.
Но Бога я не знал. Я отвечаю, я Бога не знал. Для меня Бог это был какой-то просто хороший дядька там на небесах, который, оказывается, слышит мои молитвы и просто отвечает на эти молитвы. И я везде, всегда пользовался этой возможностью обращаться к руке Господа. И это неплохо. Плохо было бы, если бы прошло 30 лет, и я не сделал никакого потуга к тому, чтобы искать Его присутствие, искать Его славы, искать Его лица, и я бы не позволил Богу прикоснуться к моей внутренности и изменить меня. Молитвы ходатайства или молитвы прошения, которыми ты молишься, они практически не меняют тебя. Они на тебя вообще никак не влияют. Ты просто обращаешься к Богу с какими-то просьбами, ты это получаешь. И это ничего не производит на самом деле внутри тебя святого, невероятного, сверхъестественного. Только Божие присутствие. Когда мы проникаем в это Божие присутствие, когда мы попадаем в это Божие присутствие, только оно способно нас изменить изнутри. Я помню, первый раз я пришел на служение поклонения, я, знаете, вот как многие из вас, я думаю, я не до конца понимал, зачем вот страдать по 40 минут, петь одни и те же песни, кругами, там ты повторяешь какое-то предложение, там. Были у вас когда-нибудь такие вопросы к самим к себе или там к прославлению? Зачем так долго прославление? У меня были вопросы, особенно когда я покаялся, у нас такой был бэкграунд своеобразный. У нас на рояле играла тетенька, и 3-4 девочки пели такие, знаете, вот самодеятельностью даже это было не назвать. Так немножко примитивно и примитивные песни пели. И если бы я был там, например, как Дима с ушами, да, я думаю, у меня бы из ушей кровь бы текла. Кто понимает, тот понимает. Это было непонятно, я вообще не понимал, зачем вот эта вся самодеятельность. Вы пускайте сразу Кракена, пусть он проповедует, пусть он сразу делает свои дела, там, шибет нас сейчас Словом Божьим. Зачем вот это все? И я не понимал, что когда мы хотим попасть в присутствие Божие, нам не обойти поклонение. Поклонение – это тот самый инструмент, благодаря которому мы создаем внутри себя вот этот божественный храм, куда приходит Его присутствие. Когда я поклоняюсь Богу, когда я ищу Его лица во время поклонения, это то самое время, когда Его помазание начинает приходить. И оно касается тебя не снаружи, как рука Божия тебя касается, а это что-то внутри тебя начинает происходить. Я помню, однажды я пришел, я уже на тот момент закончил библейскую школу, мне казалось, я был служитель в библейской школе, у меня такой был белый пиджак, прикиньте, у меня был белый пиджак, и такой цветастый красивый галстук. Так вот, я пришел, помню, на поклонение, и в очередной раз началась эта, как мне казалось, самодеятельность, но в тот момент, как будто бы мое сердце, оно настолько изголодалось по самому Богу, и я помню, я стоял и говорил: Бог, я хочу, чтобы Ты касался меня изнутри. Я вижу, многие люди, они не просто поднимают руки к небесам. Я вижу, по их щекам текут слезы. Я вижу, что их касается какая-то благодать, какая-то сила, которая внутри что-то производит. И я помню, я пришел с таким ожиданием, что я хочу Бога. И когда начались первые аккорды музыкальные, я просто начал поклоняться от всего сердца. Я начал славить Бога. Я помню, в тот самый момент что-то со мной произошло. И как будто бы фонтаны или какие-то реки прорвались через мои глаза. Я не понимал, что со мной происходит. Я вообще не мог это контролировать. Все, что я помню, я закрыл руками, мне было стыдно, я не хотел, чтобы кто-то увидел. Я вот так закрыл руками свои глаза. Вот здесь у меня заканчивался рукав моего белого пиджака. И я помню, до локтей текли слезы. До локтей в этот белый пиджак затекали эти реки живой воды. И я не понимал, что со мной происходит. Я пришел такой красивый, я ищу руку Божию, я хочу, чтобы Бог совершал невероятные чудеса. Но Бог в этот момент, когда я пришел в Его присутствие, Он начал невероятным образом касаться меня. Сколько было потом еще ситуаций, когда я плакал перед Богом или я радовался перед Богом, когда я не хотел молиться о каких-то нуждах, когда я не хотел говорить Богу о том, что я хочу от Него, когда все мое сердце, оно просто вопило: Бог, я хочу Тебя переживать, я хочу Тебя знать, я хочу к Тебе приближаться. И каждый раз, когда приходило Его присутствие, ты понимаешь, какое ты ничтожество в Его святости. Вот там умирает наше эго, вот там умирает наша вот эта вот яколка,
Когда нам кажется, что мы кто-то, когда нам кажется, что мы можем что-то, что нашими руками, нашими способностями, нашими талантами мы что-то сделали, создали. Вот там, в присутствии Божьем, когда мы ищем лицо Божие, все это начинает умирать. И там перерождается один Денис в другого Дениса. И там меняются наши характеры. Там и только там, когда мы переживаем лицо Божие, мы начинаем понимать, в какого Бога мы уверовали, насколько Он велик, насколько Он добр, насколько Он могуществен. Только там, в этом присутствии, мы начинаем это все осознавать. И потом ты начинаешь по-другому относиться ко времени поклонения. Ты не позволяешь себе опаздывать на собрание не потому, что ты главный, там, стрёмно, если люди увидят, что я опоздал, там, проспал начало собрания. Нет, ты не опаздываешь на собрание, потому что ты даже минуты времени поклонения не хочешь пропустить. Для тебя это ценно, ты ищешь лицо Божие. Так вот, давайте вернемся к нашим братьям из первого века. А как же они искали Царство Божие? Как же они или что они делали для того, чтобы, например, над ними была рука Божия? Здесь интересно, есть место Писания, 4 глава с 29 стиха я читаю. Они пережили определенное потрясение за то, что они были верующие. Они получили порцию гонений, и потом они собрались все вместе после этих гонений. И они молятся. И там написано так: «Сейчас, Господи», это их молитва, «взгляни на их угрозы и дай Твоим слугам смело возвещать Твое Слово. Протяни руку Твою и исцеляй больных, совершай знамения и чудеса именем Твоего святого слуги Иисуса». И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святым Духом и смело возвещали Слово Божие. Они молились о том, чтобы Бог протянул руку. Они молились о том, чтобы над ними была рука Божия. Молись о том, чтобы рука Божия была на твоих предприятиях, которые ты вместе с Богом сегодня затеял. Молись сегодня, чтобы рука Божия была на тех служениях, на тех трудах, которые ты делаешь и для Бога, и в финансовой сфере. Молись об этом. В этом нет ничего зазорного. Нет ничего зазорного, к примеру, ставить цели в финансовой сфере, ставить цели и конкретно эти цели обозначать пред Богом и говорить: Бог, я хочу, чтобы ты меня благословил. Я хочу, чтобы ты излил, чтобы ты дал. В этом нет ничего вообще зазорного. Как один человек говорит: ну это как-то не духовно, но это по-библейски. Но он говорит: ну это как-то, не выглядит как вот, я в той церкви, где вот нас учили, что, Бога не надо так сильно напрягать там с какими-то своими финансовыми проблемами. Бог усмотрит. Бог усмотрит твои проблемы, Бог усмотрит твои нужды. Чего ты к Нему постоянно приходишь со своими нуждами? Если ты читаешь Библию, вся Библия испещрена конкретными молитвами о конкретных нуждах и о конкретных целях со стороны Божьих людей. Поэтому нет ничего зазорного искать руку Божию над собой. Ищи эту руку Божию. Говори пред Богом свои нужды, ходатайствуй, открывай в молитвах прошения свои цели. Говори пред Богом четко, что ты хочешь от Него, от Его руки. Нет никакого греха искать руку Божию. И я побуждаю вас сегодня искать Бога. Это в том числе искать от Бога ответы на какие-то нужды, в которых мы сегодня живем. Не будьте людьми, которые смотрят на нужду и говорят: само собой как-то сложится. Само собой как-то рассосется, само собой как-то решится. Постись за это, бери посты, молись, говори: Бог, у меня есть нужда, я хочу получить от Тебя, я хочу видеть, как Ты невероятным образом благословляешь. И в этом библейское зерно истины. Но это всего лишь половина. Это всего лишь половина. Это как одна нога. Ты на одной ноге не сможешь далеко уйти. У тебя должна быть вторая нога, которая озабочена тем, чтобы искать лицо Божие. Друзья, первое — искать руку Божию над собой. Это хорошо. Если у тебя чего-то в жизни нет, проси, чтобы от руки Божией ты получил благословение, чтобы твои нужды были восполнены. Слышите, друзья? В этом нет ничего крамольного. Но у тебя должна быть вторая нога, без которой ты никогда не станешь зрелым христианином, без которой ты никогда не станешь по-настоящему тем человеком, который войдет в свое призвание, который исполнит волю Божию. Это то, о чем Иисус говорил. Вы всего лишь были на пути к моей воле. Это я перефразирую, но Он говорит: вы никогда не были теми людьми, которые по-настоящему исполняют волю Божию. Почему? Потому что когда ты ищешь лицо Божие, тогда с тобой внутри что-то происходит, и тогда ты можешь сделать те самые вещи, которые Бог от тебя ожидает. Знаете,
Когда мы говорим про поиск лица Божьего, это время, когда все, о чем ты молишься, это только слова благодарности, это слова посвящения, это слова восторженности. Там нет ничего связанного с тем, чтобы Бог тебе что-то дал. Там нет этого. Это время, то же самое, это время, когда мы, например, проводим в поклонении. Мы говорим Богу о том, какой Он. Мы говорим Богу о том, как мы Его ценим, как Он дорог для нас, как мы Его любим. Это время, когда мы ничего у Него не просим, мы просто поклоняемся Его величию. Мы находимся в Его присутствии, понимая, что Он Бог, а мы Его люди, мы Его слуги, мы принадлежим Ему. И все, что Он хочет, мы готовы позволить Ему это сделать с нами. Знаете, настоящий поиск лица Божьего, это когда ты проводишь время перед Богом, и ты ничего не просишь у Него, и ты открыт для того, чтобы Он попросил что-то у тебя. Настоящее поклонение или настоящий поиск лица Божьего, это когда ты выходишь из комнаты, где ты встречался с Богом, и ты знаешь, что Бог хочет от тебя, чтобы ты отдал. Там, в этих комнатах, где мы поклоняемся, где мы ищем лицо Божие, там умирают эгоисты Денисы. Там умирают Денисы, которые только о себе думают. Там умирают Денисы, которые только вокруг себя жизнь строят. И там рождаются те самые Денисы. Там и только там рождаются те самые люди, через которых Бог может сделать свою работу. Там, когда ты начнешь поклоняться, там тебе Бог начнет говорить: знаешь, у тебя есть 2 рубашки, вон одну рубашку дай вон тому человеку. Там тебе Бог начнет говорить о том, чтобы ты мог с кем-то чем-то поделиться. Там ты будешь слышать такие слова, когда Бог тебя начнет посылать куда-то, посылать к людям, которые нуждаются в тебе, посылать к людям, у которых сегодня настолько гигантская нужда, и по сравнению с тобой ты уже на небесах. По сравнению с тобой эти люди в аду находятся, и ты будешь получать там какие-то слова, которые с неба приходят в твое сердце, и ты будешь делать то, что Богу нравится. И тогда Иисус однажды, когда ты придешь к Нему, Он скажет: приходи, верный добрый раб, ты знал мою волю, ты искал меня, ты знал мое лицо, ты знал мое сердце, ты переживал мое сердце, и от этого сердца ты делал то, что было приятно мне, и то, что нравилось мне. Еще одно место Писания, которое я хотел бы прочитать. Интересно, это Илия, один из моих, наверное, любимых персонажей в последнее время. Мы в последнее время изучаем историю Илии, Елисея, 2 пророка, совершенно невероятные были 2 дядьки. И они делали невероятные вещи. И вот одна из невероятных вещей, о которой я хотел бы прочесть сейчас, это 3 книга Царства, 17 глава. История, когда заканчивается 3-летний голод в Израиле. И Илия пророчествует Ахаву. Он говорит: давай быстрее, гони к себе домой, потому что иначе попадешь под ливень. Представьте себе, у них не было в то время машин с крышами, они гоняли на колесницах. Когда 4 колеса, рама, на которой ты должен как-то удержаться, сбалансировать, и там 2 или 3 коня, запряженных в эту колесницу, гонят тебя. Ахав поехал в Израиль после его слов, а на Илию сошла Господня сила. Господня сила, другими словами, когда вы начнете искать вот в поисковике рука Господня, вот это место Писания вам как раз и будет показано, одно из. Господня сила или рука Господня — это одно и то же. На него сошла Господня сила, и он заправил плащ под пояс. Заправил плащ под пояс. Ну там плащ был, да. Вот он отсюда его взял, заправил его под пояс. И знаете, что произошло? Библия говорит, он бежал всю дорогу до Израиля перед Ахавом. Подожди. Я знаю, вот так, давайте так. С какой скоростью бежит конь? 40 как минимум, да? 40 километров в час. Ну для коня это вообще на изи, согласитесь? Давайте, кто у нас тут бегает? С какой скоростью может бежать человек? 15. Ребят, 15. Я точно не смогу. Я смогу, наверное, первые какие-то там минуты бежать со скоростью света, ну а потом выдохнусь. Да, я смогу там какой-то... Ребят, это был пророк, это не был гимнаст, акробат, это не был олимпийский чемпион там Усейн Болт, это был пророк. Ребят, он бежал впереди колесницы. Он бежал впереди колесницы. Все чудеса, которые он там творил. Он, знаете, он Иордан, например, своим плащом разделял. Вообще меня не впечатляет. Там этот был главный еврей Моисей, он целое море разделял. Это уже мы видели.
Но бежать быстрее коня, согласитесь, но это вне человеческих, вот реально вне человеческих способностей. Тут просто ты долбанул по Иордану, разошлись там эти реки, река эта разошлась, причем одна часть там стала ждать наверху. Куда вода девалась, я не понимаю, конечно, а вторая часть убежала вниз, это понятно. Но бежать какое-то время быстрее коня, это невозможно. Вот что может творить рука Божия. Рука Божия больше твоих человеческих возможностей и способностей. Помните, мы сегодня читали, да? Когда там с семьей мы собирались, мы читали историю другого пророка Елисея. Ее у нас нет на экранчике. Там история такая вообще потрясающая. Голод. Продается ослиная башка там за какие-то невнятные деньги, невероятные деньги. Продай свой Ауди, купи ослиную башку, называется. Честный обмен. И дошло до того, что там люди ели своих детей. И вдруг, знаете, у царя бзык очередной. Один царь там на Илию угнал, этот царь на Елисея. Он говорит, встречу Елисея, башку ему сверну. И послал к нему гонца. Елисей там, там у них свои были ситуации. Это 4 книга Царства, если вам интересно, можете посмотреть. История какая? К нему приходит царь с одним сановником, и они упрекают его, из-за тебя, Елисей, мы страдаем. Он говорит, завтра, я вам обещаю, завтра по 3 копейки будет мешок муки, и по 3 копейки будет там бутыль масла. Знаете, что говорит сановник? Можете напомнить мне, кто читал эту историю? Он говорит, даже если окна небесные откроются, даже если вот все случится, то, что Бог обещал когда-то в своей Библии, все равно это не произойдет. Он говорит, смотри, завтра ты увидишь, но есть это не сможешь. Его затоптали. Он увидел, как просто люди за 3 копейки продавали мешок муки, за 3 копейки продавали там этот бутыль масла. Он это увидел своими глазами, но есть так это и не смог, потому что толпа ринулась за этой гуманитарной помощью и раздавила этого человека. Знаете, вот там интересное изречение. Этот человек высказывает слова неверия. Этот человек высказывает слова такого, не знаю, циничного неверия. Он говорит, даже если сам Бог придет на землю, этого быть не может. И этот человек отказался от руки Божией. Все очень просто. Читаешь в Библии какие-то слова, читаешь в Библии какие-то обещания для себя. Не говори против них. Говори, Бог, я хочу это увидеть. Хочу увидеть своего ребенка верующим. Как написано, буду веровать я, спасусь я и весь мой дом. Хочу увидеть, как мои десятины, они, которые отдают десятины, приношения. Я хочу увидеть, как надо мной открываются небесные окна. Я хочу увидеть, как ты невероятным образом обеспечиваешь, благословляешь, открываешь новые какие-то возможности в бизнесе и т.д. и т.п. Не соглашайся на малое. Рука Господа, она может сделать больше, чем твои человеческие мозги тебе говорят. Когда, или бы, может быть, в детстве сказали, братан, ты вырастешь, и ты будешь пророком Господа, и однажды ты побежишь быстрее, чем Тесла, там, Плейт, как она называется, которая за 3 секунды разгоняется. Он бы сказал, дурак, вообще никогда не смогу, ты не представляешь, что такое Тесла. Многие из нас, мы сегодня на нашем уровне такие люди. Бог хочет тебя благословить? Ну, наверное, может быть. Ну, я и то не знаю, потому что я пробовал, не получилось. Оставь это, выкинь это. Ты похож на того сановника. Не надо нам подражать сановнику этому глупому. Надо подражать Божьим людям, которые говорят, все возможно верующему. Иисус говорит, все возможно верующему. И если даже это гора, то ты будешь говорить этой горе, она поднимется и в море улетит. Да, так написано в Евангелии, которое Иисус тебе оставил и мне. Итак, рука Господа, она хочет быть над нами. Все, что нам нужно, это выкинуть из нашей жизни сомнения, неверие, все эти слова, мысли, которые сегодня противятся Божьим обетованиям. Мы как церковь должны быть людьми, которые готовы на руку Божию, которые готовы видеть руку Божию над собой. А вторая вещь, и это необходимая вещь, и одно без другого не сможет работать, это искать Господа, силу Его, и искать постоянно лица Его, искать постоянно присутствие Его в своей жизни, искать самого Бога, Его жизни, переживать Его. Поэтому мы сегодня читаем Библию, чтобы узнавать, кто такой наш Бог. Там, изучая Иисуса, Его отношения, Его слова, мы переживаем таким образом характер Бога, потому что Он нам открывает Отца. Когда мы молимся на языках, поднимаем руки, поклоняемся Богу, мы ничего не просим для себя, мы говорим, Бог, яви мне себя, закрываем глаза, переживаем какие-то там прикосновения Божии. Это все то самое ценное, что Бог побуждает нас сегодня делать, искать Его присутствие. Когда мы говорим о присутствии Божьем, это изучение Писания. Без этого невозможно.
Некоторые люди говорят, ну присутствие Божие, это же что-то связанное с чувствами. Я тебе могу сказать, познание Бога, оно начинается не с чувств, оно начинается с фактов, которые ты начинаешь узнавать о Боге. С фактов. Факты о Боге, которые ты находишь в Библии, это начало твоего поиска Его лица. Невозможно знать Бога, не зная Слова Божия. С этого начинается. Это фундамент, на котором я стою, переживая и познавая Его лицо. Я побуждаю каждого из вас, сделайте свою Библию не просто настольной книгой для себя, не просто книгой, которой вы интересуетесь там раз в неделю. Сделайте для себя эту книгу местом, которое вы изучили от корки до корки. Это первое. Второе, проводи время. Когда ты и Бог, ты просто встаешь и говоришь: Бог, я не буду ничего просить сейчас, я просто хочу Тебя переживать, я хочу Тебя благодарить, я хочу Тебе говорить слова своего посвящения, я хочу говорить Тебе слова своей признательности, я хочу говорить Тебе о том, как Ты добр, как Ты велик и славен для меня. Мне ничего не надо, и даже если Ты после этого мне никогда ничего не дашь, я все равно буду любить Тебя. Знаете, что значит любить присутствие Божие больше, чем руку Божию? А это должно быть в посвященных сердцах. Это когда у тебя что-то идет не так, и ты приходишь к Богу и говоришь: Бог, даже если я никогда не получу от Тебя того или другого или третьего, я не перестану Тебя любить. Я все равно буду продолжать Тебя любить. Там рождаются настоящие поклонники Божьи в таких клятвах. Друзья, мы ищем Бога через познание Слова Божьего. Мы ищем Бога, когда мы культивируем какое-то присутствие, через поклонение, через молитвенную жизнь в нашей жизни. Но очень важная вещь, третья, это клятвы или слова посвящения, которые мы говорим. Обеты, да, по-библейски. Обеты, слова посвящения, которые мы говорим перед Богом. Когда у нас все плохо, и у нас рука Божия, может быть, нам кажется, она куда-то делась, мы говорим: даже если никогда я не буду есть мясо в своей жизни, я даже с хлебом буду любить Тебя. Даже если меня сейчас выгонят из этого помещения, и вдруг я молился там, может быть, полгода, чтобы мне это помещение выкупить, а меня выгнали оттуда, я все равно буду любить Тебя. Вот там рождаются настоящие поклонники, которые начинают переживать Бога. Знаете, сколько было ситуаций в наших жизнях, в моей жизни, с моей там женой, в нашей семье, когда приходилось просто вставать на колени и говорить: Бог, даже если случится то, что случится, я не перестану Тебя любить. Я помню, наш сын умирал несколько раз. Первый раз он умирал, когда ему было несколько дней от роду, один из сыновей. И я помню, когда я пришел в больницу, врачи сказали: ну все, хандец, мы уже сделали все, реанимацию сделали, то сделали, не ест, не пьет, худеет. И моя жена, я там с ней разговариваю, у нее слезы льются, там она переживает. Я пришел домой, а дьявол мне, пока я шел до дома, навязывал: он умрет, он умрет, он умрет. И вот это будет позорище. Ты там в церкви проповедовал об исцелении, ты за кого-то молился, чтобы люди исцелялись, а у самого ребенок умер. Вот, смотри, во что ты превратился. Я помню, я тогда встал на колени, и я сказал слова: даже если он умрет. Хотя это была ложь из преисподней. Я сказал: даже если он умрет. И я стал просто реветь, я стал говорить: Бог, я не перестану Тебя любить, я не перестану Тебе служить, я не перестану за Тобой следовать. Я все равно буду Твоим человеком, я все равно буду для Тебя трудиться, я все равно буду жить той жизнью, которую Ты хочешь от меня на этой земле. И я все равно буду Твоим. Потом были ситуации, знаете, когда мы боролись там в очередной раз за его выживание по прошествии 6 лет. Та же самая практически история, только в гипертрофированных размерах повторилась. И то же самое, те же самые клятвы я говорил: Бог, я говорил: даже если все будут ржать надо мной и говорить, что где твой сын, где твой ребенок, я все равно буду любить Тебя, и я все равно буду служить для Тебя, я все равно последую за Тобой. И были ситуации, когда там я попадал в разные неприятные какие-то непонятки, когда ты вроде бы делаешь хорошее, а получаешь нехорошее. И были моменты, когда тебе казалось, что рука Божия как будто бы сократилась над твоей жизнью. Я все равно говорил: Бог, самое главное, Ты на первом месте. Я хочу, чтобы это сохранилось в моей жизни. Друзья, без этих
сбалансированных двух вещей. Наша жизнь, она будет убогой, однобокой в каком-то смысле. Ну и что, если над тобой рука Божия, а ты самого Бога не знаешь, и ты не знаешь Его планов, ты не знаешь, что Он от тебя хочет. Сейчас ты в Америку уезжаешь, эмигрируешь, что потом тебе там не понравилось, опять тебе на какую-то другую надо страну искать, то тебе эта женщина понравилась, то через 3 года ты ее разлюбил, разонравилась, и т.д. и т.п. Это люди, такое впечатление, это люди, которые так и не узнали, или так и не переживают лицо Божие, они не знают Его присутствия. Все, что они хотят, это вещей, которые приносит только рука Божия. С другой стороны, не надо быть людьми, которые заняты Божьим присутствием, но при этом не ревнуют о вещах в физическом мире, не ревнуют о том, чтобы Бог делал невероятное в нашей жизни. Давайте будем ревновать о Его присутствии и будем ревновать о том, чтобы Его чудеса, их было больше в нашей жизни. Исцелений, спасений, прорывов каких-то финансовых в том числе, прорывов семейных, чтобы этого всего было больше. Ищи лицо Божие, ищи Его присутствие, делай для этого все. И второе, ищи руку Божию. Это 2 вещи, которые должны идти как 2 ноги человека. Это 2 стороны одной медали, которые невозможно выкинуть из нашей жизни.